واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Иншаллах, у нас сегодня будет последняя лекция, но цикл лекций на этом, иншаллах, не закончится. Мы заканчиваем только по причине того, что уже в двери стучится великий гость, месяц Рамадан. Поэтому, иншаллах, мы вам, Аллах берса, предложим другую программу, другое расписание. Иншаллах, мы намереваемся, иншаллах, каждый день за полчаса до ночного намаза, до, получается, айша, за полчаса. Каждый день будут лекции, иншаллах. Поэтому не будем ограничиваться только средами. Каждый день, 30 дней, вплоть до праздника, иншаллах, будем давать поддержку, получать поддержку духовную, потому что не просто 18-19 часов ради довольства Аллаха отказываться от еды и питья, поэтому всегда нужно сопровождение, да, потому что вагаз, книга, знание, это всегда дает нам сил, иншаллах, знание сила, как говорится. Поэтому намерение есть, ният есть, иншаллах, каждый день будут ифтары, Аллах берса, и после ифтаров дадим время некоторые, чтобы обновить тахарат, подышать воздухом, и за полчаса, за 25 минут до айша намаза, до азана, иншаллах, каждый день будут лекции. Поэтому, а после праздника будут лекции, то есть это будет уже лето, потом посмотрим, иншаллах. Если решим сделать каникулы, то начнем в сентябре, иншаллах. Поэтому так, в причинах прощения грехов, это будет сегодня последняя лекция. Валиллахи тауфик. Мы с вами перешли, и иншаллах у нас несколько уроков. На нескольких уроках мы будем затрагивать именно те причины прощения грехов, которые связаны с отношениями между людьми. Потому что очень часто мы с вами, может быть, обращая внимание на вопросы поклонения, на вопросы того же единобожия, да, которые мы никак не можем поставить на второй план, да, на вопросы намаз, на вопрос других видов поклонения. Мы с вами говорили и про зикр, и про дуа, и про просто богобоязненность, то есть оставление грехов. Да? Иногда мы, обращая на все это внимание, хотя, к сожалению, и здесь у нас очень много чего без внимания остается, вот мы, строя отношения с Аллахом, строя наше поклонение, мы иногда оставляем без внимания отношения между людьми, то есть между созданиями Аллаха. А это тоже очень важно. Ни в коем случае, строя отношения с Аллахом, нельзя забывать про отношения с людьми, потому что в судный день, мы знаем хадис, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как в судный день, многие люди, когда предстанут перед Аллахом, да, казалось бы, на чаше весов и намазы, молитвы, и дуа, и зикры, и хадж, и пост, и другие виды поклонения, да. Все это будет, но придут люди, у которых мы что-то забрали, что-то не додали, да, кого-то обидели, то есть придут обиженные нами люди, и они будут предъявлять Аллаху. Скажут: вот, о Аллах, он забрал у меня то-то. Он злословил обо мне тогда-то, то есть гайбатом занимался, да?
он не додал мне то-то, то-то, то-то. У нас были какие-то договорные отношения, он ущемил мои права. И вот так люди будут приходить, и чем будет оплачивать человек? А? Чем? У него этот день, как Аллах Тааля в Коране сказал, этот день, когда не принесет нам пользу ни наше имущество, ни наши дети. То есть мы не можем сказать, вот дайте ему там 5000 рублей, и пусть он успокоится. Это день, когда наши рубли, наши доллары, не то что какие-то бумаги с типографией, да, даже золото, динары и дирхамы, посланник Аллаха сказал, не будут приносить нам пользу. Поэтому здесь деньгами, там деньгами не решишь. Это здесь можно деньгами решить, да, а там нет. Поэтому человек сколько-то намазов отдаст этому, тому, у него закончатся намазы, потом он будет раздавать посты, потом хадж кому-то дать. Да. Будут люди, которые раздадут все, а люди все время будут приходить и приходить. То есть, что делать? Он все раздал, он остался без ничего. То есть, чаша весов благодеяний, все, она пустая. Что делать? Тогда посланник Аллаха сказал, он будет забирать их грехи. То есть, надо же, чтобы они ушли довольными. В судный день все обиды решаются. Поэтому возмездие произойдет, и он будет забирать их грехи. Получается, на него будут ложить те грехи, которые он не совершал, казалось бы. Да? Но это будет оплата за то, что он обидел его. Поэтому строя, еще раз повторяю, строя отношения с Аллахом, то есть добиваясь совершенства поклонения, если мы предадим забвению, оставим без внимания отношения с людьми, то вот это нас может погубить, потому что эти же люди заберут у нас все. Поэтому кто-то, может быть, машаллах, ночами выстаивает молитвой, да, а кто-то, может быть, так не будет выстаивать, так как бы, ну не так, рвение будет у него поменьше, может быть, да, но может быть так, что ночами он выстаивает ночные молитвы, а целыми днями он злословит о брате, он такой-сякой, да, а в судный день все эти ночные бдения, ночные вот эти киямы, они просто перейдут к этому. Он все заберет. Почему? Потому что он ущемлял его права, что касается его чести и достоинства. Это гайбет. Поэтому отношения с людьми ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Потому что это есть создание Аллаха. А за каждым созданием защитник этого создания – это Аллах. Поэтому это очень важно. И вот следующие причины, они будут касаться именно отношений с людьми. И вот ас-сугуляту, следующая причина, две причины. Прощение грехов. Ас-сугуляту фит тиджарати индаль бай'и ваш-шира, вас-сугуляту фил кадаи валь-иктида. То есть легкость во время торговли, как в покупке, так и продаже. И легкость, когда ты кому-то даешь в долг, и у кого-то ты, когда сам даешь, да, и у кого-то берешь в долг. Вот это все в одном хадисе. Джабир, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Гафараллаху ли раджулин мимман кана каблякум». То есть простил Аллах, даже можно сказать, это молитва пророка. Да простит Аллах мужчину, который был до вас. Кана сахлян ида баа. То есть посланник Аллаха сказал, он был легким. Жеңіл болған. Ида баа, когда продавал. То есть когда он продавал что-либо, с ним покупать у него всегда было легко. Сахлян ида штара. И он таким же был легким, когда покупал у кого что-либо. То есть когда ему кто-то продавал, ему было легко с ним. Да? То есть когда он покупает, так легко у этого человека покупать. И когда ему продаешь, так легко ему продавать. Сахлян ида ктада. И он был легким, когда требовал свое право. То есть, когда кто-то у него занимал что-либо, или товар, брал в долг, или деньги, да? То есть, когда он кому-то давал в долг или товар, или деньги,
То есть он требовал это, потому что все, договор назначается, во время договора назначено время, в это время он должен возвращать, но, альхамдулилля, он давал отсрочку, он был милосердным, то есть он был легким, когда требовал свое право. И вот этот хадис в сборнике имам Ахмад, Тирмизи, Байхаки и мухаддисы сказали, что это достоверный хадис, сахих хадис. Вот, альхамдулилля, этот хадис указывает на то, каким должен быть мусульманин. То есть мусульманин по своему нраву, по своему характеру, когда выстраивает отношения с людьми, будь то это в семье, да, будь то это жизнь с соседями, потому что один никак не, как отшельник там где-нибудь в пустыне не будешь жить, да, все равно у тебя будут соседи, да, в отношениях с коллегами, коллеги по работе, там, по бизнесу и так далее, да, братья, с которым ты поклоняешься, да, или там посещаешь одну мечеть. Вот мусульманин должен быть легким, сахлян, то есть легкий. То есть с ним должно быть легко. То есть если это верующий искренний, то жене должно быть легко жить с верующим мужчиной. Альхамдулилля. И ей должно быть легко, приятно жить. Если имеешь дело, то есть что-либо ему продаешь или что-либо у него покупаешь, с ним должно быть легко. И действительно, вот эта легкость, да, легкость, когда с человеком приятно работать, когда с человеком легко работать, это действительно достоинство, которого иногда нам, к сожалению, не хватает. Потому что есть такие люди, вот даже про них говорят, да он такой тяжелый. Да, вот говорят же, он, конечно, хороший, да, но так тяжело с ним работать. Да, или там так тяжело с ним договариваться. Или там, когда что-то у него покупаешь или продаешь, так тяжело с ним это сделать. То есть он, вот говорят, не-не-не, я с ним не буду это. Почему? Он такой тяжелый. Такой тяжелый. А иногда говорят, машаллах, давай пойдем к этому брату, давай с ним поговорим. Не-не-не, да он, машаллах, такой легкий, так легко с ним этот. То есть легкий, это не значит, там у него ни характера нет, ни воли нет, да? Там ветер отсюда дует, он туда, там, или, например, там ударил по левой, он там подставил правую, да, или наоборот. Нет, просто этот человек действительно сделает все, создает все причины, берет все причины, чтобы с ним было легко. Легко. Вот поэтому это, конечно, возвращается в нрав, в характер человека, да, как он себя ведет, как он строит свои отношения. И действительно мы должны сделать все, чтобы с нами было легко людям. Потому что вот возьмите посланника Аллаха, были сподвижники, да, которые там жили с верблюдами, да, бедуины. И может быть они были готовы там, не знаю, падать ниц перед ним, да, преклониться перед ним, поклониться ему, да. Ведь посланник Аллаха, он всегда останавливал такие вещи. Он всегда, когда, например, пришел один араб, и когда он обращался к посланнику Аллаха, у него дрожали руки, дрожали губы, когда он строил предложение, да? И посланник Аллаха, он почувствовал это, что тому тяжело, и тогда он улыбнулся, поставил руку на его плечо и сказал: расслабься, то есть успокойся. Ты разговариваешь с сыном матери, которая кушала сухой хлеб. То есть, хайрши баласы, блядь, я такой же простой человек, сын простой матери. То есть, все, успокойся. И, машаллах, человек успокоился. Ему так легко было с ним разговаривать, с ним иметь дела, так было легко. И никто не говорил: да этот Мухаммад, он такой тяжелый. Такой он тяжелый. Никто не говорил об этом. Хотя мы не можем сказать, что посланник Аллаха был каким-то, отсутствовала у него воля. Нет, субханаллах. Когда посланник Аллаха, иногда с минбара выступал, сахабы боялись, что сейчас упадет, минбар упадет сейчас.
Они так слушали его, то есть, когда посланник Аллаха видел какой-то зулм, какую-то несправедливость, да, посланник Аллаха, саллаллаху так выступал на минбаре, у него даже артерия выходила от гнева. То есть, это не есть слабость, когда легко с тобой работать, но, альхамдулилля, в этом есть благо. И другой хадис, который передает имам Ан-Насаи от Усмана ибн Аффана. Тот хадис был от Джабира, сподвижника, а это уже Усман ибн Аффан, альхамдулилля, Зин Нурайн, обладатель двух светов, да, то есть он женился на двух дочерях нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи. И он передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал: «Адхалаллаху азза ва джалля раджулян аль-джанната», то есть ввел Аллах в рай мужчину, или пусть ведет, да, который кана сахлян, который был легким, муштариян ау баиан, когда покупал что-либо, то есть он был легким, когда покупал что-либо, он был легким, когда продавал что-либо, ва кадиян ва муктадиян, и когда давал что-либо, да, то есть когда давал и требовал что-либо, или когда у кого-то брал что-либо. То есть, когда, например, давал в долг, да, а долг же тот должен вернуть, так ведь, когда требовал свое право, он был легким. И тоже, когда сам брал что-либо. Поэтому, альхамдулилля, Аллах Тааля пусть ведет этого человека в рай, посланник саллаллаху алейхи сказал, или же ввел в рай. Этот хадис раваху Ан-Насаи, передает Ан-Насаи. Поэтому, альхамдулилля, легкость в отношениях, да, легкость, то есть это даже когда, например, кто-то что-то продает, вот, например, товар брату, сестре очень понравился, да, но цена, может быть, для него, да, ввиду обстоятельств, да, для него немножко дороговато. Потому что, ну, у него есть долги, у него есть какие-то другие, ну вот ему товар понравился. А машаллах, ты можешь немножко сделать ему скидку. Ради Аллаха. То есть с ним, может быть, лишить свой нафс, да, или же себя какого-либо, ну, немножко прибыли, но даже если лишишь, то ты даешь ему, да, вот это легкость. Это легкость. То есть ты, машаллах, даешь ему скидку, немножко, про скидки еще мы поговорим, да, иншаллах, тут еще другие хадисы есть. И то же самое, когда ты покупаешь. Вот бывает там, да, например, товар стоит там 100 рублей. И этот брат, он готов с ним торговаться, я не знаю, до крови. Пока тот по себестоимости или там во вред себе, да. Нет, это не есть легкость. Это не есть легкость. Бисмилля, если ты можешь, да, бисмилля, купи. Это же ты ему пользу делаешь. И если это мусульманин особенно, потому что вот есть же там брат кафе откроет, да, и к нему мусульмане ходят. И все мусульмане говорят: дай нам скидку, дай нам скидку, дай нам скидку. Вот если всем скидку будешь давать, это как один бабай, хазрат говорит, с деревни. Вот, говорит, когда еще, ну, этот, коров было много, и каждый день надо было дежурство выдерживать. Так ведь, дежурили, пасли стадо. И по очереди этот дом, тот дом, помните, да, в деревнях это было. Сейчас, к сожалению, это уже экзотика, мы детям только рассказываем про это. И один бабай, он хазратом работает. Вот хазрат говорит, что делать, говорит, каждый раз, когда они завтра выходят на дежурство, они просят: попроси, говорит, у Аллаха, чтобы дождя не было. Если я, говорит, каждый день буду за кого-то, за какой-то дом просить, а когда дождь будет? Вот здесь то же самое. Если каждый брат будет приходить и за то, что он брат, давить на братство и будет скидку просить, а когда этот брат на ноги встанет? А когда этот брат, там, не знаю, чем он семью будет кормить? Ну, баракатом, иншаллах уже. Поэтому тут как бы вот легкость, она должна быть и в покупке, и в продаже. И в продаже. И все это должно быть ради Аллаха. Я не говорю, что там вам говорят, там нельзя торговаться. Нет, я не говорю. Но везде нужна щедрость, везде нужен нрав. Вот эта легкость, альхамдулилля, она нужна во всем. Поэтому особенно, когда с кем-то имеешь дело, он нуждается в деньгах, особенно, когда у него какие-то проблемы. А эти проблемы могут быть у всех. Идем дальше. То есть, понятно, легкость, так ведь?
Ман акаля муслиман. Следующая причина. Ман акаля. Абу Хурайра, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Ман акаля муслиман, акаля Аллаху афратаху. То есть посланник Аллаха сказал: акаля муслиман. То есть кто расторгнул договор, когда этого просил у тебя твой партнер мусульманин. То есть, например, у тебя состоялся договор. Ты продал машину, ты продал дом брату мусульманину. Договор состоялся, никаких претензий нет. Все. Он обязан, ты обязан ему передать товар в надлежащем состоянии, а он обязан тебе передать деньги. Все, никаких претензий нет. Так ведь? Все, договор состоялся. Но он подошел к тебе, то есть в итоге он понял, что он ошибся. Он ошибся, он неправильно сделал. Или он не рассчитал денег не рассчитал. То есть ему тяжело вот этот дом покупать, или эту машину, или этот товар покупать. И он несет какие-то убытки, у него какие-то проблемы будут. Он не рассчитал. Вот может быть такое, так ведь? И он подходит к тебе и говорит: брат, верни мне деньги, а я возвращаю тебе товар. Вот здесь, если у него нет никаких претензий, он требует от тебя, ну как он может требовать от тебя, когда у него нет претензий нет, так ведь? И вот здесь как бы ты, если по своей милости или по братству, да, если ты сделаешь ему уступку, и хотя ты прав по всем этим, да, и казы, если пойдете к казыю, он за тебя заступится, да, но если ты просто как брату поможешь, то есть вернешь ему деньги, и он вернет тебе товар, акаля Аллаху афратаху, то Аллах Тааля простит его грех за это. То есть, значит, возмещение от кого будет? А? От Аллаха. Да, ты, получается, товар продал, никаких претензий не было, и ты можешь сказать: извини, брат, все, сделка состоялась, но нет. Ты, понимая его состояние, да, и ты просто ради Аллаха, ты расторгаешь договор, возвращаешь ему деньги, он возвращает тебе товар. И вот за эту уступку, это действительно уступка, это уступка. Ты мог не уступать. За эту уступку Аллах Тааля тебе простит грехи. Вот это называется икалатун, то есть это называется икаля, то есть расторжение договора, когда просит этого твой брат мусульманин. А действительно в жизни такое может быть. Мусульманин просто может поспешить. Мусульманин может увидеть что-либо, особенно когда мы, мужчины, видим железных коней, иногда у нас мозги куда-то уходят на время, да, а мы можем не рассчитать деньги, нам тяжело будет расплатиться. Оказывается, у нас были там расходы, здесь расходы, да, оказывается, мы это все забыли, когда увидели коня железного. Вот. Поэтому это может быть такое. И если мусульманин поймет состояние его, да, что он вот нуждается, или, например, там он все договорился, что он купит, а у него там, ну, не знаю, ребенок заболел, или что-то случилось, да, там, не знаю, котел сломался дома, ему сейчас котел надо менять, или еще какие-то расходы, да? Или он не знал, что у него там крыша, оказывается, сгнила, надо менять. А он приходит, просит, чтобы договор был расторгнут, деньги обратно возвращены. Если это мусульманин делает ради Аллаха, иншаллах, Аллах Тааля за это простит ему грехи. Простит ему за это грехи. Это называется икаля. Идем дальше. Инваруль мугсир. Инваруль мугсир, то есть это когда ты даешь отсрочку тому, кто тебе должен, получается, тот, кто в долгу, да, перед тобой, по причине того, что мугсир, то есть потому, что он нуждается в этом. То есть у него тяжелая ситуация, тяжелое состояние, да, и ты, понимая его проблему, понимая его трудность, ты даешь ему уступку. То есть, ну, или прощаешь, или даешь ему
еще время. Ну, что касается долгов, давайте несколько слов. Несколько слов, пока этот хадис я вам не прочитал, потому что несколько причин, они все будут касаться долгов. Ислам и Коран, книга Аллаха и сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, предостерегает нас от долгов. И поэтому, если мусульманин может как-то обойтись без долгов, если он может не лезть в долги, то он не должен лезть в долги. Он не должен брать в долг. Потому что, он должен создавать причины, брать причины, чтобы не брать долгов. Я не знаю, экономия должна быть в еде, в питье. Если у тебя то, что приходит, и то, что уходит, мы должны смотреть, дебет-кредит, так ведь? Если у тебя расходов стало почему-то больше, а доходы маленькие, значит, надо подумать не только о доходах, так ведь? Пока с доходами не получается как-то, значит, давай расходы немножко надо упорядочить. Тот же самый исраф. Исраф съедает очень много бараката. То же самое, почему деньги приходят и почему куда-то уходят, значит, бараката нет. А на это должны быть какие-то причины. Если Аллах лишил тебя, твою семью, твое имущество бараката, значит, есть какая-то причина, значит, есть какие-то грехи, значит, какие-то другие предпосылки. Так ведь? Поэтому нужно создавать все причины, чтобы не лезть в долги. Потому что если мусульманин в долгах перед кем-то, то это очень тяжелая ситуация. Очень тяжелая ситуация. Даже то, что он перед кем-то должен, кому-то должен, да, если человек, имея долги, он же обязан, для него фарз, ваджиб, вернуть эти долги. Как он может совершать хадж? Как он может совершать умру? Да? Есть братья, которые там взяли у кого-то в долг деньги, годами не возвращают, а потом слышишь, а где этот брат-то? Да он на умре, машаллах, семьей. А этот брат-то не может умру совершить, потому что этот брат ему, который на умре, денег не дает. Так ведь? А как Аллах примет его? Как Аллах примет? Или, например, там ифтар делает, там, так, я буду 10 дней ифтар делать, бисмилля. Или там мечеть строит, все, бисмилля, там, благотворитель нашелся, да? А тут он денег должен. Это то, что он все делает, это может быть сунной, это может быть нафиль, а то, что он должен вернуть, это ваджиб. Поэтому это может быть зулем, это зулем. Поэтому иногда к нам приходят вот братья, да, вот говорят, я денег должен, да, кому-то, вот так хочу умру совершить, а я потихоньку возвращаю. Я всегда говорю, брат, иттак илля, побойся Аллаха. Если так хочешь, подойди к нему и у него спроси. Спроси у него разрешение. Потому что из-за того, что ты сейчас совершишь умру, ты еще больше будешь ущемлять его права. Если он тебе разрешит, ладно, брат, бисмилля. Ладно, на месяц позже мне дашь, или на 2 месяца, да, иди, соверши умру, да, тогда это другое дело, да, но если нет, Аллах Тааля как может принять, потому что у него есть зулем конкретный. Вот поэтому мы знаем, что даже очень много хадисов, которые рассказывают нам про достоинство тех же шахидов, да, которые погибают на пути Аллаха, да, но Аллах Тааля прощает ему все грехи, илля дайн. Во многих хадисах говорится, Аллах прощает ему где-то те грехи, кроме долгов. Даже у шахида долги не возвращаются. Долги не возвращаются. Поэтому я когда на Кавказе был, в гостях, в Дагестане с хазратами, с имамами встречался, немножко спросил вот про тех братьев, которые уезжают в ИГИЛ, потому что с Кавказа их было больше. И я когда спросил его, мне говорит, говорит, у нас был один брат, который пол Махачкалы, говорит, денег взял, никому не возвращает и ехал туда шахидом стать, говорит.
Вот. А тут полгорода, говорит, его проклинают, говорит, потому что он не может права жены соблюдать, он не может детям, не может дать, да, потому что тот у него долгов понабрал. Но мы же должны понимать, что кем бы ты там ни стал, да, это еще вопрос большой, это ты шахид или не шахид, да, а тут даже если ты станешь шахидом, Аллах не простит тебе, пока кто-то не вернет за тебя долг. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, джиназа не читал. Когда один из подвижников подошел и сказал: «Я Расулаллах, у нас брат умер, прочитай за него джиназа», он спросил: «А есть ли у него долги?» И тогда один сказал: «Да, есть у него долги». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Пока я не буду за него читать, если кто-нибудь из вас не возьмет на себя его долг». А тут пришел пророк, который может за этого брата джиназу прочитать. Как его упустить? Тогда один его друг встал и сказал: «Я Расулаллах, все его долги мои долги. Я взял на себя. Все, я взял на себя все его долги». Тогда посланник Аллаха сказал: «Ты взял на себя его долги?» Он сказал: «Да, бисмилля, я взял, я буду сам платить его долги». Тогда посланник Аллаха джиназу прочитал. Только тогда. А на следующий день посланник Аллаха, когда пришел в мечеть, он искал этого брата и позвал его к себе и сказал: «Ты вернул долги?» Он говорит: «Нет, еще я Расулаллах». Ну, тяжело было, он не просто так. И он же взял на себя долги брата. Сейчас он должен найти где-то денег, так ведь, и раздать его долги. «Нет, я Расулаллах». На следующий день посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, опять его нашел и сказал, призвал к себе и спросил: «Ты вернул долги?» И на третий день посланник Аллаха, он сказал: «Нет». Посланник Аллаха на третий день позвал его к себе и сказал: «Ты вернул его долг, заплатил?» Он сказал: «Да, я Расулаллах». Вот только сейчас остыла его могила. Посланник сказал: только сейчас остыла его могила. Поэтому долги, если ты имеешь возможность вернуть этот долг и не возвращаешь, Аллах сахласын, могила даже будет, даже когда умрешь, могила будет в огне, пока кто-нибудь за тебя не вернет долги. Поэтому даже шахид ему не прощается. И, по-моему, Ибн Масуд говорит, когда в судный день придет шахид к Аллаху, да, весь в крови, этот на пути Аллаха пал шахидом, да, возьмут его долг, как камень, и кинут в ад. И этот камень упадет на дно ада и скажет: «Иди и подними свой долг». Это его долг. То есть это то, что он взял на себя, аманет, но не вернул. Поэтому всеми путями ислам предостерегает нас, чтобы мы не входили в долги. Но если мы входим в долг, тогда мы должны сделать все, создать все причины, чтобы вернуть этот долг. И инзаруль мусир. Тема, причина прощения грехов, когда человек дает отсрочку тому, кто тебе должен. Потому что ему действительно тяжело. Абу Хурайра, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Инна раджулян лам я'маль хайран кат». Жил человек, который не совершал много благих дел. То есть за ним не было каких-то благих дел. Так, чтобы сказать, вот он там много пользы принес, да? Но этот человек, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, этот человек давал людям в долг деньги. Фаякулу ли расулихи, и когда он отправлял своего представителя, чтобы тот собрал эти деньги, долги, он ему говорил: возьми, если людям легко дать. То есть люди должны были ему денег. И когда вот он своего представителя отправлял, то есть это был молодой человек, который приходил человеку домой, на работу, на рынок и говорил: ты должен моему хозяину столько-то денег. И вот когда он отправлял этого человека, чтобы тот вернул ему долг, или там выбивал долги, да, он говорил, делал ему насихат: худ ма таяссара. То есть возьми у них то, что легко им дать. То есть если они могут дать, возьми. Ватрук маасара. И оставь у них то, что им тяжело дать. То есть человек приходит домой, да?
он может ему сколько-то дать, но если у него еще есть, конечно, но если он и это заберет, тогда отец лишится еды, и дети лишатся еды, жена лишится еще чего-то, так ведь? То есть дров не будет, то есть ему будет тяжело. Поэтому он сказал, возьми то, что им легко дать, и оставь то, что им тяжело дать. وَتَجَاوَزْ и будь снисходительным, то есть прощай. لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا. И тогда, быть может, Аллах простит нам наши грехи. Вот он так говорил своему представителю, которого он отправлял. Да? فَلَمَّا هَلَكَ. И когда этот человек умер, قَالَ اللَّهُ. Аллах Тааля спросил у него, задал ему вопрос, هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَدْ. Ты совершал какое-либо благое дело? То есть, что у тебя, покажи, что у тебя есть, какое-либо благое дело. И тогда он сказал, нет, говорит, у меня. Нет у меня таких много, так больших благих дел у меня нет, говорит. Илля, кроме одного, говорит, благого дела. Кана ли гулян. У меня, говорит, был молодой парень, которого я нанял. Вакунту удаюн нас. И я давал людям долг, деньги. И когда я его отправлял, чтобы он мне возвращал долги, собирал мои долги, я всегда ему говорил, бери у людей то, что им легко дать. И оставляй пока на время у них то, что им тяжело дать, и будь снисходительным. Быть может, тогда Аллах будет снисходительным по отношению к нам. Вот это мое добро, которое я делал, которое он запомнил. И قال الله, и тогда Аллах сказал, قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ. За это я простил тебе твои грехи. За это, вот за то, что ты так говорил, я простил тебя, простил твои грехи. Этот хадис сахих, достоверный, раваху ан-Насаи, в книгах приводится ан-Насаи, Ибн Хиббан и Хакима. Поэтому, альхамдулилля, за то, что он понимал положение людей, да, положение людей, и делал насихат своему представителю, посланнику, которого он посылал, да, делал насихат, чтобы он был снисходительным по отношению к людям, да, и альхамдулилля сам был таким, Аллах Тааля простил ему его грехи, альхамдулилля. И другой хадис, который передает Худайфа, радиаллаху анху, также Абу Мас'уд, радиаллаху анху, которые говорят, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна раджулян мимман кана каблякум». То есть человек, который жил до вас, к нему пришел малякуль маут, ангел смерти. То есть ангел смерти пришел к нему, чтобы забрать его душу. Факаля лаху, и сказал ему, «Хал амильта мин хайр». Если у тебя какое-то благое дело, какое-то святое, благое дело, хорошее, доброе дело, тогда он ответил, «Ма аглям», я не знаю. Я не знаю, какое у меня есть благое дело. И ангел смерти сказал ему, «Унзур, а ты посмотри». Ну, вот таким был снисходительным ангел смерти по отношению к этому человеку. И это не всем. Он сказал, посмотри, поищи, что у тебя есть. И тогда он сказал, я не знаю никакого благого дела, кроме как то, что я всегда вел торговлю с людьми. То есть продавал, покупал. И когда я видел тяжелое положение человека, я давал ему отсрочку. То есть давать долг, это же не только деньги, так ведь? Сегодня мы больше, наверное, представляем деньги. Но кто-то, наверное, приходил к нему за хлебом. У кого-то не было зерна, чтобы семью кормить. У кого-то не было муки. Так ведь? То есть это много вещей, в чем нуждаются люди. Это жизненные необходимости, да? И вот я, говорит, кунту убай'ун нас. Я торговался с людьми, я продавал что-то, покупал. И я всегда давал отсрочку тому, кому тяжело было. То есть у него не было денег, он говорил, бисмилля, возьми там мешок зерна, когда у тебя деньги будут, ты мне вернешь. Так ведь? И
И я был снисходительным, я прощал, я входил в их положение. И за это Аллах Тааля ввел его в рай. Посланник Аллаха сказал, за это Аллах ввел его в рай. Этот хадис в сборниках Бухари, Муслим, Имам Ахмад и Ибн Маджа. Вот тоже хадис, который призывает нас именно в отношениях с людьми, в торговле быть снисходительными. Также хадис, третий хадис, Абу Хурайра, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кана раджулюн юдайюнун нас». Был человек, который давал людям в долг. И когда он отправлял к этим должникам своего юношу, то есть молодого парня, он говорил, если ты придешь к человеку, который находится в тяжелом состоянии, то есть сам нуждающийся, фатаджавазанху, то есть будь снисходительным к нему. То есть прости его, дай ему отсрочку. И быть может, за это Аллах Тааля нас простит, будет милостивым по отношению к ним. И когда он вернулся к Аллаху, посланник Аллаха говорит, когда он умер и вернулся, предстал перед Аллахом, Аллах смилостивился над ним. То есть Аллах за это простил ему его грехи. Этот хадис от Абу Хурайра, радийаллаху анху, Бухари, Муслим, Имам Ахмад и Ан-Насаи. Следующая причина – ат-таджауз фин-нукт, фис-сикка. Худайфа ибн аль-Яман, радийаллаху анху, передает анхума, пусть Аллах будет доволен и им, и его отцом, потому что оба были мусульманами, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна раджулян мата». Воистину умер мужчина, человек, факиля ляху. И тогда сказали ему, спросили у него, то есть получается там, да, ма кунта тагмаль, что ты делал, то есть какие дела ты совершал, какие у тебя благие дела. Факаля, и тогда он сказал: я торговал с людьми, я вел торговлю с людьми, и я всегда давал отсрочку тому, кому было тяжело заплатить. То есть получается, примеры приводили, так ведь? То есть ему тяжело сейчас расплатиться, он говорил: давай бисмилля завтра или послезавтра, да? И я прощал какие-то недоплаты. То есть, например, ему понравился товар, а у него там, он вытащил деньги. Ученые говорят, что это означает, да? То есть, ат-таджауз фи сикка, то есть сикка это монеты. То есть я прощал какие-то монеты. Сикка. Или нукат, это деньги, да? Ученые говорят, например, когда человеку понравился товар, или он нуждается в этом товаре, он вытаскивает деньги, но оказалось, что у него не хватило. Там, сколько-то, там 1 дирхам не хватило, 1 рубль, 2 рубля, да? 10 рублей. И вот он прощал это. Ладно, говорит. Там говорят же, Аллах с тобой, Бог с тобой, да? Давай, бисмилля. Вот поэтому он прощал. Фагуфира лаху фадахаля аль-джанна. И за это Аллах простил ему грехи и ввел его в райские сады. Вот поэтому вот это тоже что? Это легкость в отношениях, это милосердие по отношению к людям, к отношению к другим людям. Так ведь? То есть, бисмилля, от того, что ты хлеб продаешь за 30 рублей, у кого-то не хватило 5 рублей, и ты отдал ему за 25, да, от этого у тебя бизнес не рухнет, иншаллах. Так ведь? Но ты не заставишь его идти домой за 5 рублями. Или там, так, у меня карта есть, запиши номер, так, 5 рублей ты должен мне, да? Бисмилля. Поэтому вот тут про монеты говорится даже, сикка. То есть иногда незначительные деньги, но за это, машаллах, он будет хайр шузин макты дейинде. Да? Говорят же, нищий, он всегда себя хвалит. Вот просто как насихат, как гибрят хочу такой пример привести из личной жизни. Я как-то, когда в Нижнекамске жил, у нас заболел ребенок. Альхамдулилля, у моей супруги есть такой хороший муж, да, как я. Я сажусь в машину без проблем. Я знаю, что в городе есть аптека, казанская аптека, там 24 часа. Я захожу туда,
да, в час ночи я захожу, а там стоит женщина, молодая женщина, ну, видать, она мать чья-то, да, в 2 часа ночи. Это уже ненормально. Это уже ненормально, потому что если бы у нее был, наверное, муж, или если бы он был дома, да, муж бы сюда приехал. Так ведь, ну, смотрю, она за что-то переживает там, все, она там какое-то лекарство хочет купить, и у нее не хватило там, я не знаю, 50 рублей, ну, неважно, 100 рублей там, но это не так много, так ведь? В кармане где-то он этот. И так получилось, что у нее не хватило денег на лекарства, и она должна была пойти домой за этими 50 рублей, да. А я сразу вытаскиваю, как автоматически, да. И я говорю, вот 50 рублей. Она чуть не упала. Она чуть не упала. То есть я говорю, вы извините, а что тут такого? Все, идите домой, говорю. Мне, говорит, ребенок болеет. Я не знала, как, говорит, сейчас домой идти. Да, вот представьте себе, если у меня борода маленькая, я вижу бородатый мусульманин, который все пугаются, да. Он в очереди стоит, он говорит, бисмилля. Вот. Один шейх, по-моему, в Саудовской Аравии шейх один рассказывал, я слышал, когда умру совершал. Я, говорит, когда с самолета выходил, стюардесса, говорит, стоит. Ну, они же не в платках уж такие, да, все модные. Я, говорит, когда им спасибо сказал, она чуть не упала, говорит. Она, говорит, чуть не упала. Этот шейх, он такой, не маленький шейх в Саудовской Аравии. Он говорит, я когда спасибо сказал, она вообще не ожидала, говорит, что такой бородатый шейх, да, там, не знаю, там, салафит, вахабит, как кем бы ни был. Я когда спасибо сказал, говорит, им, она чуть не упала. Поэтому, а что тут такого? Что тут такого? Ты 50 рублей вытащил, субханаллах. Я думаю, что вот эта садака, может быть, у нее деньги есть дома. А я не думаю, что она такая нищая, да? Но вот эта садака может быть даже лучше, чем то, что ты в мечеть положил. Так ведь? Мы же не знаем, вот этот момент, да, вот, альхамдулилля, надо радоваться. Не ей надо радоваться, а нам надо радоваться, что Аллах дал такую возможность, бисмилля там. Потому что, я думаю, если бы другой был, без бороды, не мусульманин, он бы, может быть, и раньше меня там дал бы. Поэтому это просто вот в жизни бывает такое, так ведь? И поэтому, раз уступил 5 рублей, альхамдулилля, альхамдулилля, Аллах Тааля за это тебе, иншаллах, простит грехи, иншаллах. Поэтому вот именно так объясняют ученые этот хадис. Идем дальше. Так, у нас остается 20 минут, да, на намазы? Мы еще на тахарат, наверное, оставим время. Так, не устали? Не заснули? Ну, последний урок давайте уж там бисмилля до финишной. Следующая причина, это интересный хадис, очень интересный хадис. Зу султанин муксид, то есть султан, царь, король, руководитель, муксид, справедливый. И другая причина, раджулюн рахимуль калб, мужчина, обладатель мягкого сердца, то есть милосердный. И третье, афифун, то есть это целомудренный, то есть человек, который чист от вот этих низких дел, пошлых дел, да, распутных дел. Мутаафифун зугьялин, то есть и тот, кто по своему целомудрию, да, вот потому что он чист такой, он не просит у людей помощи, даже если он нуждается в этом. То есть мутаафиф, зугьяль означает именно это. Ну давайте хадис. Аяд ибн Хаммад, радийаллаху анху, передает, что посланник, который сказал: «Сами'ту», я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ахлюль джаннати талата». Ахлюль джанна, то есть обладатели рая, те, которые войдут в рай, их 3. И вот здесь автоматически возникает вопрос: а что, другие не войдут в рай? И здесь ученые говорят, что тот, кто войдет в рай, он обязательно, у него должно быть вот одно из 3 сифатов, обязательно должно быть у него, присутствовать в нем, одно из 3 качеств. Первое, зу султанин, то есть обладатель султан, то есть какой-то власти, султан это власть, обладатель власти мукситун, то есть справедливый. Если Аллах наделил тебя властью над кем-то, над его рабами, и ты проявлял справедливость,
в отношении к своим, так скажем, подвластным, да? Вот это первое, Ахлюль джанна. То есть, это первое и, наверное, самое сложное. Потому что в хадисе, где посланник Аллаха ﷺ говорит, саб'атун, 7 категорий людей, юзиллюхумуллаху фи зиллихи яума ла зилля илля зиллих, то есть их Аллах Тааля скроет в тени своего арша, своего трона, в тот день, когда другой тени не будет, кроме тени трона Аллаха. И вот 7 категорий людей, они будут в гостях у Аллаха. Они будут в тени, тогда как остальные все будут под солнцем стоять, потеть, гореть, так ведь и мучиться. И вот самый первый из этих 7, посланник Аллаха сказал кто? Аль-имамун адилюн. То есть имам значит руководитель, адилюн справедливый. Поэтому одно дело стать руководителем, да, а другое дело остаться справедливым. Потому что руководителем быть справедливыми намного сложнее, чем простым людям. Поэтому это очень важное качество, чтобы человек, имея власть, он не стал деспотом, он не стал тираном, то есть он был справедливым. Поэтому вот здесь ученые говорят султан. А кто такой султан? Да, вот, то есть имеющий власть. Это может быть царь своей страны, можно называть президент, император, глава государства, глава республики, неважно, да? У него есть власть над кем-то, и он справедливый. Это может быть руководитель какой-либо организации, под ним, например, там 40 человек, 50 человек, это может быть генеральный директор, просто директор, это может быть имам своей мечети, под ним может быть кто-то работать, так ведь? И это в конце до концов может быть просто отец своей семьи. Глава семьи, потому что у него есть жена под его руководством, так ведь, под его властью, есть у него там 2, 3 или больше детей. Поэтому даже человек, ученые говорят, кому Аллах дал власть над 2 его рабами, вот, например, он создал фирму, у него под ним 2 человека работают. Или он построил семью, у него есть жена и дочь, или там сын. То есть он не такой султан, да, казалось бы, но даже если он будет проявлять справедливость, то есть он будет справедливым по отношению к тем, кто под его властью, альхамдулилля, он будет обладателем рая. И в судный день, иншаллах, он будет под тенью трона Всевышнего Аллаха. Поэтому здесь не обязательно быть. Конечно, если под тобой 1000 человек, или там 10 000 человек, это справедливость, она несравнима с той справедливостью, там, когда под тобой 2 человека. Здесь, конечно, еще больше, но, альхамдулилля, Аллах Тааля видит все, поэтому это очень важно, сохранить свою справедливость. Человек должен быть справедливым. Это очень тяжело. Я когда первый раз рассказал вагаз после мадраса, у себя еще, когда я в деревне работал, да, в селе, я рассказал, когда еще мне 20 лет не было, я рассказал, сам не понимаю, о чем говорю, да, хадис-то понял. И вот я начал перечислять. Я когда первым сказал, гадель житакше, справедливый руководитель, один бабай говорит, а разве такое бывает? Потому что он сам всю жизнь был руководителем. Альхамдулилля, рахимахуллах, он уже давно умер, пусть Аллах Тааля одарит его раем. Он действительно, понимая, кто такой руководитель, и как ему приходится кого-то и на место сажать, да, где-то что-то, какие-то ошибки допускать, он сразу сказал, о, хазрат, говорит, это очень тяжело, говорит, быть руководителем и справедливым. Поэтому в этом есть вся эта прелесть испытания. Второе, вараджулун рахимун, то есть милостивый, милосердный, ракикуль кальб, ликулли зи курба ва муслим. То есть ракик, то есть тонкий, то есть с тонким сердцем, то есть мягкосердечный. Нишке кунгулли говорят, да? По отношению к кому? Ликулли зи курба, по отношению ко всем своим родственникам, близким, ва муслимин, и по отношению ко всем мусульманам. То есть вторая категория людей, второе качество, которое ахлюль джанна должны иметь, это мягкосердечность. Мягкосердечность, то есть человек должен быть мягкосердечным по отношению к своим родственникам, близким или к мусульманам. И
дальше афифун мутаафифун зу гияли. То есть афиф это значит целомудренный. То есть он чист от распутства, от фахш, вот этот фахш, да? То есть то, к чему идут нафс людей. То есть это зина, это прелюбодеяние, это другие виды зина, да? То есть фахш, вот это, то есть афиф это значит целомудренный. И мутаафиф зу гияль, и он не будет просить у людей помощь, даже если он нуждается в этом. Даже, то есть не из-за того, что там он высокомерный, да мне там никому я не пойду, не из-за гордыни, а потому что он целомудренный, он не привык кого-то мучить, да, кого-то там тревожить, да, и он связывает сердце только с Аллахом, поэтому мутаафиф, то есть тот, кто, ученые говорят, это тот, кто не просит помощи, даже если зу гияль, то есть даже если он нуждается в этом. Этот хадис сборники имама Муслима. То есть это достоверный хадис. Это достоверный хадис. Еще одну причину пройдем, нет? Аль-Кади. Аллади якди биль-хакки ва би-гильмин. Следующая причина, тоже очень важная, это кади, судья. Судья, который выносит решение и опирается на истину и знание. То есть, опираясь, он выносит решение, опираясь на истину, на справедливость и знание. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-кудату саляса». Есть 3 вида судей. То есть, есть 3 судьи. «Ифнани финнар», 2 из них. Сколько было? 3. 2 из них в аду, «Вавахидун фильджан», и только 1 будет в раю. То есть получается, из 3 судей 2 будут в аду, и не без причины, а 1 будет в раю. 1 будет в раю. «Вавахидун фильджан». То есть это показывает ответственность того, кто решает судьбы людей, кто выносит решение. Раджулюн, кто же будет в раю? Посланник Аллаха сказал: раджулюн алим аль-хак. Мужчина, то есть человек, который узнал истину, факада бихи, и он вынес решение, основываясь на эту истину, на эту правду. Фахуа филь джанна, и он будет в раю. То есть человек, если зная правду, зная истину, он будет выносить решение справедливо, он будет в раю. Поэтому справедливому человеку не надо бояться, что за его справедливость он будет в аду. Хотя в этой жизни могут ему устроить, да, часть ада, но это не будет ад. А другой кады, судья, казы, это тот, кто выносит, это тот, кто судит людей аля джахлин, опираясь на свое невежество, на свое незнание. То есть он не знает, что есть истина, что есть ложь. У него нет знаний. Фахуа финнар. И тот, кто решает судьбы людей, опираясь на свое незнание, он будет в аду. Он будет в аду. И поэтому имам Абу Ханифа, когда его амир, султан, сделал кадыем, судьей, он сделал все, чтобы только его не сделали казыем. Потому что он понимал эту ответственность, решать судьбу людей. И третье, и третье, это человек, который знал истину, он знал правду. Фаджара фил хукми фахуа финнар, но он отклонился, решая судьбу чью-то, он ушел от истины, он оставил истину. Фахуа финнар, и он будет в аду. Поэтому, как говорится в хадисе, из 3 судей 2 будут в аду, 1 будет в раю. Тот, кто будет в раю, это тот, кто узнал истину и решал, выносил решение, опираясь на эту истину, он будет, иншаллах, в раю. Второй, который будет в аду, это тот, кто не знал истину, и он решал судьбы людей, опираясь на свое невежество, на незнание. Он будет в аду. А третий, он знал истину, но даже зная правду, он выносил решение, основываясь на ложь. То есть он отклонился, он ушел, оставил истину
и он будет в аду. Этот хадис сахих, достоверный. Этот хадис приводит Абу Дауд, имам Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Маджа, Хаким, Табарани, Байхаки, Абу Я'ля и так далее, и так далее. Во всех сборниках есть этот хадис. Поэтому, альхамдулилля, это тоже показывает, что достоинство справедливости между людьми. И вот тоже замечательный хадис, машалла. И с этим хадисом мы закончим сегодняшнюю лекцию. Абдулла ибн Амр, радияллаху анхума. То есть, когда мы говорим радияллаху анху, то есть пусть Аллах будет доволен им, мы говорим анху, то есть в единственном числе. Когда говорится про одного человека. А когда говорится про женщину, мы говорим радияллаху анха. Пусть Аллах будет доволен ею. А когда мы говорим про несколько людей, мы говорим радияллаху анхум, пусть Аллах будет доволен ими. А когда мы говорим про двоих людей, мы говорим радияллаху анхума. Вот здесь мы говорим Абдулла ибн Амр, то есть Абдулла сын Амра, радияллаху анхума, пусть Аллах будет доволен ими обоим. Почему мы говорим двойственным? Потому что оба они были мусульманами, оба они были сподвижниками, так ведь? Поэтому если бы, например, кто-то из них, если бы его отец не был мусульманином, тогда мы говорили бы радиаллаху анху, пусть Аллах смилостивится над ним. Но так как Амр был одним из самых достойных мусульман, да, мы говорим, и мы делаем дуга из-за него. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инналь мукситина индаллахи аля манабира мин нур». Воистину, мукситин, то есть справедливые люди, они в судный день перед Аллахом будут находиться на минбарах, на кафедрах. То есть это будет минбар их достоинства. Если люди будут где-то там, то они будут на минбарах. На минбарах аллазина я'дилуна фи хукмихим. Это те справедливые, которые опирались на справедливость, адль, фи хукмихим, когда выносили решение. Первое. То есть это те справедливые, которые были справедливы, придерживались справедливости, когда выносили решение. То есть это вот казы, когда кто-то с тобой, кто-то, двое мусульман подходят к тебе и говорят: рассуди нас, брат, да? Если ты будешь справедливым, это первое. Ва ахлихим. Второе, по отношению к своим семьям. То есть по отношению к своим семьям. То есть он должен быть справедливым по отношению к своей жене. Если жен несколько, он должен быть справедливым по отношению к каждой супруге. По отношению к детям, посланник Аллаха сказал: бойтесь Аллаха, ва'адилу бейна улядикум, и будьте справедливыми между своими детьми. То есть любить кого-то больше, ущемляя права другого ребенка, это не есть справедливо, это зулим. Поэтому второе направление, так скажем, да, справедливости, это по отношению к своим семьям. И третье, уама уллю, то есть это по отношению к тем, над кем ты властен. То есть тебя сделали там руководителем какой-то организации, ты должен каждому из них проявлять справедливость. Тебя сделали там, не знаю, главой поселения в какой-нибудь деревне, да, или там республики, или страны, ты должен быть справедливым по отношению к ним. Этот хадис в сборнике имама Муслима и Ан-Насаи. И все на это, иншаллах. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Еще раз напоминаю, дорогие братья, иншаллах, у нас 15 числа будет первый таравих. Иншаллах, в мечети будет у нас брат Хузейфа. Ему уже 14 лет, альхамдулилля. В том году, мне сказали, он здесь проводил. Альхамдулилля, в этом году он еще лучше стал. Иншаллах, в хайвзе, вот именно в Коране. И иншаллах, он будет имамом. Аллах Бирсайнде, каждый день будем здесь проводить ифтары. Пока, конечно, не так много кто приходит и выкупает дни, да. Альхамдулилля, 3 человека, 3 дня уже купили.
иншаллах, пока надежда на милость Аллаха. Вот, мы, конечно, хотим, чтобы собирать 500-550 человек, но в связи с этим бурной реакцией братьев, да, то, что выкупили 3 дня, наверное, может быть, посмотрим 450 человек, потому что все-таки женщины просятся, они отдельно будут, иншаллах, женщины наши, они здесь учатся, поэтому они отдельно, у них отдельные уроки у себя будут в столовой, но мужчины будут в шатре. Но минимум 400 человек, иншаллах. Иншаллах, поэтому Аллах Тааля до этого не бросал, и иншаллах в этом году тоже не бросит, иншаллах, надеемся. И у нас будет пятница, в пятницу будет после магриба будет собрание волонтеров. То есть это те братья, которые просто хотят помочь. Вот чем помочь, да? Там на стол готовить, у нас будут повара, надо это все раздавать, термосы ставить, чай, потом убираться. У нас будет одноразовая посуда, поэтому мыть посуду так много, иншаллах, не придется, надеемся. Поэтому в пятницу, иншаллах, у нас будет собрание. У нас там есть список, можете там в списке записаться, и там у нас есть и брат Денис, там Денис написано, можете его телефон, можете ему позвонить. То есть кто не сможет прийти, да, можете ему позвонить и сказать, вот я могу 1 день, 2 дня дежурить. Там же не 30 дней надо. Например, ты скажешь, я вот готов на пути Аллаха 3 дня. Приходите на аср, и после ясту уходите таравиха. Иншаллах, поможете. Потому что всем работы хватит, иншаллах. И после, еще раз повторяю, после ифтара идем в мечеть, обновляем тахарат и готовимся. Полчаса урок будет каждый день. Потом таравих, потом уже по домам, иншаллах. А насчет последних 10 дней, там, наверное, конечно, немножко мы поменяем программу, потому что надо еще больше усердствовать в поклонении. Еще объявим, иншаллах, объявим. Я джазакум Аллах хайр, субханак Аллахума бихамди, шаду ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.